Добрый вечер на ТНВ Новости. В студии Альбина Аслгараева. И вот о чем расскажем сегодня. Фантастика к нам приходит. В ближайшее время все больше вещей вокруг нас будут походить на предметы из научно-фантастических фильмов. Как в республике готовы ответить на вызовы времени, узнал Дмитрий Аринин. Неделя без воды, десятки лет бездорожья. Сколько мне лет, вот столько вот эта башня стоит. Почему жителям деревни Бикчураева не помогают даже деньги по самообложению? Ситуацию оценила Альбина Мнибаева. Вместо асфальта пойдут по щебенке. Молоковозы без проблем заезжают. В свое время приезжают, в свое время забирают молоко. Как жители села Татарская Мулина оценили новую дорогу, увидел Сергей Хайдаров. Почта России извинилась перед руководителем пресс-службы президента Татарстана. Ну ладно, нужно пройти, испить эту чашу до дна. За что и как поход пресс-секретаря изменит работу ведомства, разбиралась Лейсан Сабирова. В планы стратегии 2030 вторглись роботы, и это не шутка. Сегодня в Доме правительства со всей серьезностью заявили: 4-я научно-техническая революция пришла раньше, чем ждали. И выяснилось, что с этим надо что-то делать. Каким видит Татарстан через 13 лет, Дмитрий Аринин. Это ж фантастика, страшилки для детей, говорили когда-то. Так вот эти киношные сказки уже стали поводом серьезно задуматься взрослым. В том смысле, что уже не в кино, а наяву стало все больше появляться заводов, где работают роботы. И такие производства не требуют ни освещения, ни отопления и дают страшной силы экономический эффект. О таких веяниях времени и их влиянии на долгосрочные планы говорили сегодня в Доме правительства. Уже сейчас ясно, стратегия развития Татарстана до 2030 года потребует изменений. Вызовы, стоящие сегодня перед республикой, сильно отличаются от ситуации, в которой мы разрабатывали и принимали стратегию. Как говорят экономисты, мир стремительно захватывает 4-я научно-промышленная революция. Одно предположение мы можем сделать с полной уверенностью. В ближайшее время все больше вещей вокруг нас будут походить на предметы из научно-фантастических фильмов. Как предполагают эксперты, в русле этих событий одни профессии и целые отрасли будут отмирать, а вместо них придут новые, что ранее тоже были фантастикой. Вспомнился эпизод из фантастов Стругацких. Платят деньги людям, которые читают поэзию, пишут свои отзывы поэтам, и поддерживается вот такая креативная деятельность. Соседство с роботами в Татарстане 2030 года ждут и нынешние жители республики. Людей роботы заменят, все. А ты чем будешь заниматься? Не знаю, бизнес, говорю, открою. Хотелось бы, чтобы действительно робототехника шагнула вперед, чтобы было все прогрессивно. Я думаю, хуже-то не будет, будет только лучше. По мнению специалистов, что бы ни происходило, главное быть к этому готовым и вовремя реагировать. Так сегодня Рустам Минниханов дал целый ряд поручений о том, что нужно делать, чтобы будущее было светлым. Если не будет инвестиций, ни 4-й, ни 5-й революции, мы останемся, мы, наверное, еще и в 3-й до конца не дошли. Мы хотим быть в 4-й. Какая нам 4-я, если у нас износ основных фондов по некоторым направлениям 60, 70, 80%. Такие идеи руководство республики собирается вынести и на федеральный уровень. В следующем году должна быть принята стратегия развития России до 2035 года. Исходя из нее, свой апгрейд и получит долгосрочный план Татарстана. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Хотели как лучше, а пока получается не очень. Из-за массового ремонта поликлиник к врачам длинные очереди. Решить эту проблему поручил в субботу президент республики и предложил продлить часы работы. Кто пошел на такие меры, расскажет Ралина Абрамова. Рост, вес, здесь все имеет значение. 11-месячную Маляку привели на плановое обследование. Пришли по записи, повезло. Стоять в очереди не пришлось. Очередь все время уж, да, молодых много. Мы просто по записи говорим, и все, пропускается. В этой поликлинике наблюдаются почти 8 тысяч детей. Чтобы не создавать толчью, теперь врачи принимают до самого вечера. Открыты двери и выходные. Нет, принимают пока. Наверное, очереди больше стало. Ну, я думаю, это временно. Наверное, сейчас везде так. Куда денешься? Это же в наших интересах, для наших детей.
Ремонт здания здесь начался в середине мая. Сделали перепланировку, покрасили стены и потолки. Поликлинику планируют открыть уже на следующей неделе. Тогда лечить детишек сюда вернутся еще 10 специалистов. Сегодня в Казани одновременно ремонтируют 52 медучреждения. На 15 из них ремонт первой половины завершен. Еще столько же уже оснастили новым оборудованием. Оставшиеся с наплывом не справляются. Жалоб очень много. Президент Татарстана попросил ускорить работы. Мы хотим доброе дело делать, а сейчас идут масса таких шквал недовольств. Поэтому обратите внимание. Ремонт уже закончился в 2 медучреждениях в Клыках и Константиновке. Буквально на днях его завершат в 9, 10 и 11 детской поликлиниках. Замечания и пожелания по поводу работы медучреждений можно оставить по телефону горячей линии 249 12 73. Ралина Абрамова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. За длинные очереди пришлось извиняться и Почте России, пока только перед пресс-секретарем президента республики. Эдуард Хайруллин простоял с талоном почти час. Критику он разместил в Инстаграм с пометкой «Пусть весь мир подождет». Ляйсан Сабирова узнала, будет ли извиняться почта перед теми, кто ежедневно простаивает в очереди. Подхожу к автомату, который выдает мне чек, что через 46 минут меня там примут. Пока ждал, вспоминал все шутки про почту. И пусть весь мир подождет. Это мы придумали изюм и курагу, процитирует позже пресс-секретарь президента на своей страничке в соцсетях. А клиенты, стоящие с ним в очереди, столько ждать не смогли. Разошлись. Зато пост в интернете вызвал бурное обсуждение. Через 1,5 часа отреагировал представитель Почты России и спросил, почему же не звонили на горячую линию. Позвонили из Москвы, с Почты России, и извинились, и сказали, ну что же вы нам не позвонили? Я говорю, я же не буду в Москву звонить из-за очереди на улице Губкина. Но вы добились своей цели? Нет, пока я шел, деньги уже ушли обратно. Извинились, объяснили ситуацию и обещали разобраться. Во-первых, большой клиентопоток с нового отделения почтовой связи. А во-вторых, один из сотрудников почтового отделения был на больничном. Вот эта улица, а вот то самое отделение. Мы решили посмотреть, что же изменилось за эти несколько дней. Отреагировали в тот же день. Теперь режим работы пересмотрен, о чем свидетельствует объявление. Сегодня очередь небольшая. Но если людей много, я не жду. Я прихожу потом. Изменения коснулись и формы, открыли дополнительное окно. Мы начинаем теперь обслуживать здесь можем с кассовым лотком. Пока практически каждая третья жалоба в Роскомнадзор на работу почты. Ну, надо час. Час сидели? Да, во всех 3 почтах такая ерунда. А вот 29-го вообще бардак. В центральном аппарате гражданам напоминают о необходимости сообщать о таких случаях по телефону горячей линии. Ляйсан Сабирова, Ринат Сафин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Нет дорог, магазина и питьевой воды. В деревне Бикчураево фонтанируют только проблемы и эмоции жителей. И хотя в Рыбнослободском районе кругом вода, здесь на нее пришлось собирать деньги. Но почему даже деньги самообложения не помогают решить проблему снабжения, у Альбины Минибаевой? Вот запаслись водой. Боимся, что недели воды не будет. Заполненные контейнеры и тазики. Всю прошлую неделю в деревне Бикчураево была засуха. Краны ожили только к сегодняшнему утру. Люди, у кого машины есть, оттуда таскали далеко. Она уже сейчас развивается, никто не думает ремонтировать. И вот здесь надо отремонтировать. По такому бездорожью Тукаевской улицы жильцам пришлось всю неделю решать проблему нехватки воды. Родник находится за несколько километров. Пенсионерам такие походы не осилить. Восстановить водоснабжение смогли, заменив насос на водонапорной башне. Для этого пришлось собрать дополнительные деньги, помимо ежегодного самообложения. Пришли, сказали, вот если хотите, чтобы сделали воду, давайте по 600 рублей. Сейчас-то ломается. Вот сколько мне лет, вот столько вот эта башня стоит. Одна деревня и как минимум 3 самых элементарных проблем. Вот водонапорная башня, с которой жильцы даже не уверены, что переживут ближайшую зиму. И то, что откроется их новый магазин, и вовсе уверенности нет. Двери закрыты, отремонтированы, даже указано время работы. Но за хлебом, тем не менее, приходится ходить несколько километров. Хлеб здесь привозят только несколько раз в неделю. Магазин частный, поэтому жителям остается только любоваться его внешним видом. Год стоит уже. Говорят, что откроют, не откроют, вообще что говорят? Никто не знает. Магазин частный, он может его продать, может открыть, может сдать, то есть зависит от него. А вот дорогу на Тукаевской улице обещают обновить уже в следующем году. Пока глава сельского поселения надеется на новый насос, жильцы говорят, что нужно менять саму башню. Она гнилая. Вот зимой вот морозы ударит,
все можем остаться без воды. Планируется замена водонапорной башни самой и бурение новой скважины. В планах это есть, да. Сколько придется ждать нового источника, пока неизвестно. Поэтому жителям остается запастись водой и надеяться, что новый насос не подведет. Альбина Минибаева, Амир Залюшев, ТНВ, Рыбнослободский район. А здесь дела пошли на поправку. Приятную новость мы получили от жителей села Татарская Мулина, что в Алькеевском районе. Напомним, наша съемочная группа уже приезжала сюда по просьбе сельчан и не смогла заехать в этот населенный пункт из-за бездорожья. Как визит корреспондента ТНВ изменил жизнь сельчан, Сергей Хайдаров. Пожалуй, они впервые идут по этому пути, не испачкав галоши и не испортив себе настроение. Для сельчан новая дорога – настоящее спасение. Фарид Гемаддинов регулярно поставляет молоко в другие районы. И пока не было дороги, через все село приходилось носить бидоны до молоковоза. За это время молоко скисало. Сейчас дорога очень хорошая, щебень, песок проложили. Молоковозы без проблем заезжают. А вот так эта дорога выглядела неделю назад. Лишь с приездом нашей съемочной группы дело пошло. Сначала дорога немножко не была, но со временем сделали. Канал ТНВ, конечно, тоже спасибо. Мы здесь сначала все выровняли, дорогу, потому что здесь большие колеи были. Потом после этого около 600 тонн сюда песка завезли. И все это сравняли, потом уж около 160 тонн здесь щебенку постелили. Новая дорога для жителей этой деревни – удовольствие недолгое. Ее длина всего 600 метров, и в основе лежат песок с щебенкой. Сейчас здесь можно легко пройтись, здесь ездят даже легковые автомобили, но надолго ли хватит такую дорогу и не превратится ли она снова в кашу? Вопрос отдельный. Именно такие опасения у некоторых местных жителей. Дорогу построили за счет самообложения сельчан. Ее стоимость 400 тысяч рублей. По словам главы, на асфальт денег не хватило. Нет, долго не продержится, говоря, эта дорога. Однако селяне уверены, новая дорога все же сделает их жизнь чуть проще. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Алькеевский район. Ряд встреч с европейскими коллегами планирует провести Фарид Мухаммедшин в Страсбурге. Председатель Госсовета принимает участие в Конгрессе Совета Европы. В рамках этой встречи уже обсудили вопросы миграции и интеграции. На очереди тема регионального сотрудничества. Так Фарид Мухаммедшин проведет диалог по развитию Татарстана с зарубежными партнерами. Это новости на ТНВ и далее в программе. Долго, дорого. В этом году даже была удивлена, 475 рублей. Татарстанцы начали платить налог на имущество в двойном размере. С причинами этого разбирался Рамиль Шайдуллин. 3 дня в столице. I like чак-чак. Чак-чак is very tasty. Чем иностранной молодежи запомнится Казань, расскажет Александр Севастьянова. Одна по цене 3 татарстанцы начали получать новые квитанции по налогу на имущество. И суммы выросли в разы. Теперь за однушку приходится платить как за 3. И это не предел. Что ждать дальше, выяснял Рамиль Шайдуллин. Квартира одна, оплатить как за этаж. В руках Дианы Прилуцкой свежие квитанции. За год имущественный налог вырос в 4 раза. В прошлом году я получила давление на сумму 129 рублей. А в этом году даже была удивлена, 475 рублей. Платежки пришли и Руслану Галямову, но его цифры не так страшат. Платить чуть больше 200 рублей. По сравнению с прошлым годом, сумма почти такая же. Квартиры похожие, оплатить по-разному из-за того, что налог считается по кадастровой стоимости. Так, чем жилье дороже, тем и сумма больше. Оказывается, цифры в платежках могут меняться не только с количеством комнат, но и местоположением жилья. Так, в центре налога может набежать больше, чем в спальном районе. Причина – рыночная стоимость. На нее опирается и налоговая база. Эксперты полагают, эта тенденция продолжится и меньше налог уже не будет. В прошлом году это был коэффициент 0,2. То есть 20%, в этом году 0,4. Соответственно, оно и видно, это повышение, то есть то, что заложило нам с вами государство. Но снизить выплаты можно, обратившись к юристам. Казанские бюро придумали законный путь снижения налогов. Пересчитать можно, когда цена жилья неоправданно завышена. Если кадастровая стоимость, соответственно, выше рыночной, то можно сделать ее равной рыночной и уменьшить налог. Для этого нужно обратиться в суд и провести независимую экспертизу. Если жилье подешевеет, полегчают и платежки. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
Флаги мира подняли в Сочи. В городе Олимпиады начал работу 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 20 тысяч участников из более 180 стран. Как их встретил юг России, Елена Веселова. Гимна мурашками по коже и слова Михалкова «Славься, Отечество наше свободное» все 20 тысяч прочувствовали на себе. Свобода и дружелюбие – отличительные черты фестиваля. В театральном шоу наглядно народы России, живущие в мире и согласии. Здесь же есть место достижениям в науке, спорте, искусстве и любви. Выходи за меня! Широкая география в России представлена в 3-й раз. Первый фестиваль молодежи прошел в нашей стране в 1957 году. И его участникам удалось многого добиться, подчеркнул Владимир Путин. Убежден, вас, молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий, объединяет общее чувство ценности и цели. Татарстан для молодежи, отметил уже президент республики. С открытием фестиваля наших делегатов поздравил Рустам Минниханов. В этот раз молодые умы региона презентовали свои лучшие идеи. Мы предлагаем объединить события по бегу, по лыжам, по велоспорту и создать свой бренд татарстанский «Тимирмен». Железный человек. В течение 10 дней татарстанцы покажут и расскажут обо всех возможностях республики в рамках выставки регионов. Здесь Иннополис и его университет, тренажер КамАЗа, прорывные медицинские технологии, промышленный и туристический потенциал. Делегация Татарстана на фестивале одна из самых представительных. 200 человек и 180 волонтеров. Студенты, молодые ученые, инженеры. Среди них и наш коллега Арман Костанян. Всем привет! Делегация Республики Татарстан прибыла на Всемирный форум молодежи и студентов. Около 200 участников представляют на данном форуме республику. И участников всех ожидает большое количество различных мероприятий. Для студентов и молодежи пообщаться с делегациями из других регионов России, из других стран, поделиться своим опытом, вообще посмотреть, как люди живут. Сегодня на спортивной площадке мне удалось на символической дистанции 2017 метров завоевать золотую медаль. То есть я прибежал первый из 4000 участников. Форум продлится до 22 октября, поэтому после 22 октября увидимся. На этом пока все. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Перешагнуть планку по количеству людей по сравнению с первым фестивалем 1957 года, который проходил в Советском Союзе, пока не получилось. Зато стран-участниц почти вдвое больше, как и опыта, которым предстоит поделиться делегатам. Елена Веселова, Александра Севастьянова, Арман Костанян, ТНВ, Казань, Сочи. Одна из площадок фестиваля – это Казань. Пока сверстники общаются в Сочи, 200 делегатов из 48 стран приехали в столицу республики. Здесь у них не менее насыщенная программа, чем на юге страны. Что поразило гостей в Казани, узнала Александра Севастьянова. Говорят здесь на английском. Именно этот язык выбрали рабочим для фестиваля, ведь делегаты с самых разных уголков планеты. Вот, к примеру, гости из Индонезии. Мне очень понравилась Казань, особенно восхитил остров Град-Свияжск. Понравились люди, они дружелюбные, чак-чак очень вкусный и название интересное. А это уже представитель Индии, чак-чак, и ему пришелся по вкусу. В Татарстане впервые, но от гостеприимства уже созрели идеи сотрудничества. Вчера посетили Иннополис. Рассмотрели варианты сотрудничества России и Индии, особенно в бизнес-секторе. Сейчас индийцы ищут возможности развития, построения карьеры в IT-бизнесе. Татарстан предоставляет такую возможность. А вот делегат из Болгарии оказалась родом из Челнов. На фестивале Динара Сафина представляет интересы болгарских татар. Кроме новых знакомств, для себя получила много ценной и даже забавной информации. Познакомилась с представителем из Хорватии, где я узнала, что самая высокая гора в Хорватии называется Динара моим именем. В широкой географии посетителей заманчивое предложение от вице-премьера Татарстана. Василий Шейхразиев предложил делегатам приобщиться к еще одному проекту «Посол» от Всемирного конгресса татар. Мы будем включать ребят, которые бы на добровольных основах хотели бы презентовать Казань для своих друзей, для своих знакомых, глубже его изучать. Хотеть всегда сюда возвращаться. Для того, чтобы поднять имидж республики на мировом уровне, сегодня презентовали идею англоязычного новостного канала на Ютубе о Татарстане. Александр Севастьянов, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
Сегодня второй соревновательный день мирового чемпионата WorldSkills в Абу-Даби. Напомним, соревнования открылись в минувшую субботу. Молодые специалисты уже приступили к выполнению конкурсных заданий в 52 компетенциях. Россию на мировом уровне представляют 58 студентов и выпускники колледжей. Среди отечественных конкурсантов 8 представителей республики. В эти минуты заканчиваются соревнования. Соревнования длятся от 21 до 24 часов. Соответственно, ближайшие завтра и послезавтра соревнования еще продолжатся. И по правилам WorldSkills окончательные результаты нашей сборной, да и вообще всего чемпионата мы узнаем лишь на церемонии закрытия 19 октября. Результаты экспертиз, перепланировка квартир и проекты зданий. И все это в одном окне Центра гигиены и эпидемиологии. Чем еще занимается учреждение, прямо сейчас. Система единого окна максимально упростила работу с клиентом. Здесь можно получить результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз, перепланировки квартир, проектов зданий, сооружений и пищевой продукции. Центр оборудован крупнейшей в республике сетью лабораторий, где выполняются самые разные исследования. От проб воды, воздуха до определения патогенных микроорганизмов. Одним из приоритетных направлений Центра гигиены и эпидемиологии является проведение специальной оценки условий труда. Все работодатели обязаны проводить специальную оценку условий труда на всех рабочих местах. Наш центр обладает лабораторной службой, что позволяет нам проводить специальную оценку условий труда качественно и с соблюдением всех требований законодательства. Яркий защитный костюм и респиратор. Специалист раскидывает приманки для борьбы с грызунами. А вот дезинфектор обрабатывает территорию от насекомых. Здесь же ведется гигиеническое обучение, проводятся медосмотры и выдаются медицинские книжки. В 2018 году будет введен в эксплуатацию новый лабораторный корпус. Он позволит внедрить новейшие методы диагностики возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе и особо опасных инфекций. Новые обитатели поселились в Нижнекамском парке «Семья». Белки, словно оправдывая название места отдыха, не только обжились здесь, но и обзавелись потомством. Сейчас здесь уже 10 пушистых зверьков. Забавные обитатели сразу привлекли внимание горожан. Они балуют их орешками, семечками, яблоками. Сотрудники и посетители парка надеются, что белки проведут зиму в своем новом доме. Для деток, я считаю, вообще здорово. Потому что белки так наглядно, оригинально. Радость для всех жителей города. Детей тут постоянно море, стариков. Это же положительные эмоции это все дает. И на такой позитивной ноте мы завершаем выпуск. Впереди вас ждет спорт и прогноз погоды, а мы увидимся в 21:30. Дилер Nissan номер 1 в Казани «Автоцентр Марка» представляет. Берите Nissan без дилерской наценки. Скидка до 220 тысяч рублей. Подробности 4 пятерки 3 единицы. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Мы знаем нашу страну, а не адаптируемся к ней. Поэтому все необходимое уже в базовой комплектации. «Лада Веста». Новое поколение «Лада». «Лада» с выгодой 10%. Автоцентр «Парус». Артроз, остеохондроз, гипертония, варикоз. Болезней много, аппарат один. Алмак-01. Осень, цены сбросим. В октябре скидка на Алмак-01 в аптеках Вита, Казанские аптеки и аптеках Саккура. В магазинах «Идеал» новая коллекция «Осень 2017». Обувь из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Ищешь иномарку? Выбирай Datsun в новом автоцентре «Марка». Грандиозные скидки в честь открытия. Стань первым обладателем Datsun по спеццене. Звони 4 пятерки 3 семерки. Күңелләрне яулап, йөрәкләрне тетрәндергән сез яраткан җырлар. 5-нче Алтын йолдыз Болгар радиосы милли музыка премиясе. Җырчыны гына түгел, ә җырны иҗат итүчеләрне дә тәбрикләүче ел вакыйгасы. Алтын йолдыз.
Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Начнем с хоккея. Татарстанские команды смогли порадовать своих болельщиков. «Нефтехимик» на выезде одолел московское «Динамо». Казанцы гостили в Санкт-Петербурге. После неприятных поражений в Москве и Ярославле команде Белелединова была необходима перезагрузка. В составе команды СКА, что не игрок, то легенда, достаточно посмотреть на биографии и титулы. Ковальчук, Дацук, Гусев и компания показывают результативный хоккей. В матче с Акбарсом даже им приходилось несладко. Счет удалось открыть Владимиру Ткачеву. Но не прошло и нескольких секунд, команда получила ответную шайбу от Ковальчука. Дальше соперники вновь обменялись заброшенными шайбами. А в овертайме свое веское слово сказал Ткачев. 55-й номер казанцев стал героем поединка. Акбарс пока единственная команда КХЛ, не проигравшая питерцам на протяжении 3 сезонов. Впереди команду ждет сложный выезд в Хельсинки. Партнеры молодцы сегодня просто выложили все на блюдечке, осталось только там забить. Вот тоже герой победного гола, считаю, здорово разыграли. И хорошо, что получилось сегодня выиграть. Очень тяжелый выезд, и нам каждое очко сейчас очень важно, и победа придает уверенность. Футболисты «Рубина» также порадовали. Длительная серия из поражений наконец прервалась. Играли казанцы в Ростове. Мне бы хотелось в первую очередь ребят поздравить. Все-таки когда-то нам тоже должно было повезти. И в конце штурм Ростова достаточно серьезно был. И слава богу, что выдержали. Победную эстафету поддержали и баскетболисты. «Уникс» в рамках единой лиги ВТБ обыграл дома эстонский «Калев» со счетом 104-78. А к победам волейбольного «Зенита» и вовсе давно пора привыкнуть. Казанцы вышли в финал 4 Кубка России. В заключительном матче домашнего полуфинала ребята в 3 партиях обыграли красноярский «Енисей» и обеспечили себе путевку в финал 4 национального кубка. Самым результативным игроком матча стал доигровщик «Зенита» Мэтью Андерсон. Следующий поединок состоится в субботу на выезде против кемеровского Кузбасса. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска — изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Быстро и качественно. Изготовим шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа, доставка, установка бесплатно. Только в октябре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. «Данил Мастер». Настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что же, а теперь о погоде. Дождливый циклон управляет погодными процессами в республике. И в предстоящие сутки в республике вновь будет пасмурно и дождливо. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет дождь, температура воздуха составит плюс 5 градусов. Днем же преимущественно без осадков и до 10 градусов выше 0. На северо-востоке республики похожая картина. Ночью дождь плюс 7, днем преимущественно без осадков и до 10 градусов тепла. На севере республики переменная облачность, временами с дождем. Ночью до 6 градусов тепла, днем до плюс 11. На северо-западе Татарстана облачно и дождливо, плюс 6 градусов ночью, плюс 9 днем. На юго-западе республики облачно с прояснениями, не исключены дожди. Ночью до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. В центральном районе республики тоже местами ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит плюс 7 градусов, днем же будет до 10 градусов тепла. В последующие сутки температура еще немного понизится и ожидаются осадки. Высокий доход ближе, чем кажется. Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только в октябре при оформлении сбережений по программе «Накопительная» предоставляем пайщикам сертификат на покупку бытовой техники. Все подробности по телефону 239 17 36. Город Казань, улица Чистопольская, 55. Спонсор выпуска — кредитно-потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Адрес Казани — Чистопольская, дом 55. В предстоящие сутки в Казани будет пасмурно и дождливо. Ночью до 5 градусов тепла, днем же до плюс 9. Ветер западный слабый. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Магнитное поле Земли спокойное.
Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целебной грязи и чудодейственный климат. Забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить свое здоровье. Хотите почувствовать тепло? Хотите почувствовать заботу? Целебный, комфортный, уютный. Санаторий международного уровня. Пора в Бакирово.